Ассаламу алейкум, добрый день. 2 апреля текущего года я 8 часов пробыл в Следственном комитете по Республике Ингушетии, где 8 часов я давал показания о случившемся 27 числа на площади города Магаз. После этих показаний 2 числа, утром 3 числа на рассвете, на бронетехнике заехали ко мне и ко всем нашим единомышленникам, нашим соратникам, нашим друзьям, настоящим патриотам республики, настоящие патриоты своего народа и России в целом. По всем адресам проехались на бронетехнике. Все находились у себя дома, никто не скрывался. Никто не ожидал, что будет такой визит. Никто не ждал таких гостей. Но, однако, власть, ингушская власть, с помощью прикомандированных со всех уголков страны людей, отвлекая их от насущных своих проблем, от насущных своих задач, с места постоянной дислокации они были переброшены в республику, по просьбе Евкурова. Он пытается удержаться, он пытается показать, что он здесь одна жертва, остальные все, вне закона. Нет, этот человек вне закона. Но об этом я скажу позже. Нам очень сегодня тяжело говорить, потому что наши друзья и соратники находятся в местах лишения свободы. Сегодня они изолированы. Они находятся за пределами республики, они находятся в изоляторах временного содержания или спецприемниках города Нальчик, Кабардино-Балкарии. Некоторые находятся в республике Ингушетия, ВВС, города Назрани. По всем задержанным, в отношении которых в административном порядке избраны административное наказание по 10 суток ареста. В отношении других пытаются возбуждение уголовных дел, ареста. Все это надумано, все это натянуто. Все это станет рано или поздно под вопросом. Это нужно одному человеку, это нужно Евкурову. Но придет время, когда все это станет под сомнение, и все это повернется в их сторону. Каждый, кто сегодня отбывает в том или ином виде, в административном, уголовном порядке, это наши братья. Придет время, когда судебная власть, настоящая судебная власть, не его судебная власть Евкурова, а настоящая судебная власть, когда будет взыскивать с Евкурова и с его рода и тейпа за моральный, за материальный, за физический вред, причиненный этому народу, этим людям, нашим братьям, настоящим патриотам республики. Придет время, когда взыщется все и спросится все. По светским законам спросится, по ингушским законам спросится, по адатам ингушей спросится. Какую только вы карту не разыграли на этой маленькой земле, на гордой земле, на гордом народе. Не будет здесь, тут будет дух Галгай, тут будет дух ингушский на этой земле. Не будет здесь никаких тех или иных. Галгай – это Галгай-Мохк. Поэтому разыгрывать больше эту карту никто не будет, под надуманными другими основаниями. Но что получилось? Да, увезли меня, увезли других. Наш старший, уважаемый Ахмад Хаджи Барахоев, 65 лет в этом месяце, больной, с протезом в ноге, его заключили на 10 суток. Молодых ребят, уважаемых ребят, которые оказались на этой площади в Магасе в ночь на 27 марта, абсолютно в рамках закона, ожидая, что нам все-таки узаконят. Нам обещали узаконить этот митинг на 27 числа. И эти ребята тоже ждали этого, потому что мы сказали, нам сказали и мы сказали. Несмотря на то, что температура опускалась ниже нуля, они остались в ночь там. Но что получилось? Я говорил ранее, что господин Полищук, полковник полиции, заместитель министра по республике Ингушетия МВД, и его, суфлеры Евкуровы или Гулиевы, которые давали ему указания, которые давали ему непосредственно, полностью координировали его действия, они с учетом использования гвардейцев Росгвардии, Национальной гвардии, спровоцировали нас на эти действия. Но действия были только самозащита. С нашей стороны и со стороны этих ребят были только самозащита. Они защищали своих стариков, старших. Они защищали женщин, которые оставались на этой площади. Они защищали нас. Они просто пытались голыми руками противостоять этим людям.
Это спящий город, город Магаз, это была столица республики. Он спал, но покой этого города был нарушен именно Росгвардией. И именно этим приказом Полищука, именно этими приказами и указаниями Гулиева и Евкурова. Поэтому все, которые сегодня находятся в заперти, в заключении, я думаю, что мы будем заниматься ими, мы не забыли их. Нам сегодня очень тяжело находиться по эту сторону, значит, и давать эти комментарии, давать это интервью. Нам очень тяжело, зная, что наши братья, самые что ни на есть патриоты своего народа, своей республики, находятся там, в изоляции. Но мы дождемся их, каждого дождемся. Я хочу успокоить матерей этих ребят, отцов этих ребят, жен, детей, братьев, сестер. Мы будем работать по каждому. Мы, в свою очередь, обратились на имя Генерального прокурора России, на председателя Следственного комитета, на министра внутренних дел Российской Федерации, на директора Федеральной службы безопасности, на директора Росгвардии о том, что все эти акции, которые были проведены нами, они были в правовом поле, но то, что против нас было приготовлено и было совершено, оно было противоправно. И мы просили бы все-таки рассмотреть это с выездом суда на место, не то, что там уголовными делами или проверками, все-таки оценить действия Полищука, заместителя министра внутренних дел республики, службы безопасности Евкурова, которые координировали его действия. Лично Полищук, на его совести освобождение министра внутренних дел Кавы, на его совести увольнение сотрудников Республики Ингушетия, которые выполняли достойно свои задачи, были готовы идти впереди всей этой Росгвардии, этих спецслужб. Но однако он повернул, дабы защитить себя, дабы оградить себя от увольнения, он подставил и того своего непосредственного министра, и подставил непосредственно сотрудников полиции Республики Ингушетии. Но не тут-то было. Вы потеряли уважение, господин Полищук. Вам не должно быть места ни в системе МВД, ни на земле Ингушетии. Вы просто проблема для системы МВД. Вы еще немало бед принесете этой системе. Мы будем работать в защиту наших товарищей, наших настоящих патриотов, наших друзей, наших соратников, которые находятся в изоляции. Мы будем по каждому добиваться освобождения их, мы будем защищать их, мы станем рядом с ними, и мы не будем избегать. Кто бы ни говорил, что мы уехали с республики. Я ни на одну минуту, и мои товарищи не уезжали из республики все эти дни. Я не уезжал ни на один день после Конституционного суда в России, Российской Федерации. После этого я никуда не уезжал, я постоянно нахожусь здесь в республике. Вы, господин Евкуров, вы судились с собственным народом в Конституционном суде. Вы сегодня судите уже ингушский народ. Вам дадут право, если вам даст право этот народ, вы убьете и уничтожите этот народ. Но вам мы не дадим этого права. Мы лишим вас этого права. Мы лишим вас власти. Мы лишим вас всех обязанностей и прав. У вас не будет этих прав. Вы хотите пойти на все, на грязное, дабы защититься от тех миллиардных хищений, о которых мы говорили. Сегодня нужно потерпеть нам, нашему народу, не поддаваться никаким провокациям. Я уверяю вас, мы на правильном пути. Сегодня нам угрожают, сегодня пытаются нас заткнуть. Власть делает все, что они делают. Они делают осознанно, осмысленно. Они, осознавая и предвидя и желая эти последствия, они идут на все это. Но мы терпеливы, мы грамотны, народ у нас очень грамотный, терпеливый. И от законной судебной мести вам не избежать. Вы сядете на скамьи подсудимых, вы будете судимы, вы обязательно почувствуете, значит, действенность этого нашего закона, российского закона. Спасибо.